прекрасной Самаре открылся парк дружбы народов. Проект, который был реализован за 5 лет по идее и вдохновению Хугаева Ростислава Ерастовича, председателя общественной организации «Союз народов Самарской области». В реализации этого масштабного строительства приняли участие представители национальных диаспор, общественники, этнографы, историки. Содействовало правительство региона и губернатор Дмитрий Азаров. И зачастую также представитель одной культуры, сталкиваясь с культурой другой, пугается незнания, и возникает фобия. Чем больше мы узнаем друг о друге, о вероисповедании, о традициях того или иного народа, тем, конечно же, ближе мы становимся. И этот проект «Парк дружбы народов» будет этому способствовать вне всяких сомнений. Штаб «Татар Москвы» был приглашен в качестве VIP-гостя. В Москве площадка самого штаба тоже стала своеобразным домом дружбы народов. Уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий расположился в районе Волгарь на площади 12 гектаров. Парк представляет культуру и быт народов, проживающих в Самарской области. Конечно, их не 20, а намного больше, тем не менее, и это количество сделало новый парк потрясающим местом. Каждому национальному комплексу отвели 500 квадратных метров. Причем в проектировании подворий участвовали и сами народы, представители диаспор и общественных организаций. Архитекторы разрабатывали индивидуальные проекты совместно с этнографами, историками и краеведами. В парке дружбы народов есть карельская изба, удмуртский дом, белорусская, украинская хата, русский терем, немецкое баварское подворье, мордовское, чувашское, татарское, башкирское подворье, дагестанский дом с башней, азербайджанский карадам, грузинское дарбази, осетинское подворье со сторожевой башней, армянский дом. На территории комплекса 3 юрты – киргизская, казахская и туркменская. Внутри домов абсолютно аутентичное убранство. Перечислять потрясающие предметы кухонной утвари, одежды, обуви, музыкальных инструментов, игрушек, тканых шедевров, мебели можно очень долго. Это Тюрьяга, гостиная. Направо малая комната, комната молодых. И самой главной мебелью гостиной был топчан, сяке. Там можно было спать вдоль и поперек, так как было многодетное, семьи были многодетные. Мы сейчас находимся в комнате молодых. Комната молодых обязательно должна быть закрыта пологом красивым. С правой стороны у стены у нас расположен сундук с приданными молодой хозяйки. Там лежат вышивки, намазлок вышитый, это молитвенный коврик, одежда и так далее. А впереди в углу висит люлька для младенца. Отец воспитывал, что отец это самый главный, и поэтому пока он не начнет есть, мы есть не будем. Потом я хочу сказать про Саратовскую горошину. Про ковры я вам уже сказала, что ковры это самотканные, это все из шерстяной ткани. Женщины, вот представляете, какой был труд. Мужчина все время на охоте, а женщина занимается детьми, кормлением. Снаружи дворы не менее интересны. Колодцы, мельницы, сараи, бани, пчелиные ульи, сани, телеги. Радушные хозяева подворий делились историями о том, какими сложными путями приходилось домывать экспонаты в условиях пандемии и закрытых границ. И уже потом крышу крыли. Потом, когда уже все готово было, мы собрались и на икону Николая Угодника мы все вместе, женщины, мы все помолились. Вот так вот построился наш дом. А потом потихоньку наши люди стали помогать собирать всю утварь нашу домашнюю, все. И в этом доме единственный дом, здесь резьба не вырезанная у нас, а выдолбленная, как настоящая старинная резьба. Несмотря на все трудности последних 1,5 лет, парк открыт. И он поражает размахом и красотой.
Это словно просторная широкая улица, на которой живут добрые соседи и друзья, как, собственно, и было, как, собственно, и есть в нашей многонациональной стране. Парк стал символом многонационального единства и дружбы конфессий, восхитительным музеем под открытым небом, местом для семейного отдыха. Приезжать сюда нужно не раз и не два. Каждый дом требует времени для детального осмотра и отдельной экскурсии. Кстати, в день открытия в каждом доме гостей встречали не профессиональные экскурсоводы, а преподаватели, общественные деятели, те, кто наполнял дома экспонатами, порой привезенными из родительских домов. Открытие парка дружбы народов в Самаре посетили высокие гости из Москвы, а также из нескольких регионов и областей России. В том числе были представители Общественной палаты Российской Федерации. Каждое подворье готовилось к встрече. Музыкальные коллективы, национальные кушанья, традиционные приветствия. Подворья открывались для посетителей парка после небольшой экскурсии для группы чиновников, которые старались оперативно посетить все дома, с удовольствием пробовали угощения, здоровались на различных языках в зависимости от дома, в который входили, от души поздравляли хозяев, представителей каждого народа. Конечно, парк дружбы народов достоин высшей похвалы. И такой парк просто обязан быть на территории любой республики, края или области. Везде в нашей стране дружно живут люди разных народов и религиозных конфессий, живут в атмосфере взаимопомощи и взаимовыручки. И было бы здорово, если бы везде были такие парки, где одни национальности узнавали бы подробнее о жизни других национальностей. Это интересно, познавательно, это красиво, а самое главное, это очень полезно, как для взрослых, так особенно для детей.